Слово представляется представителю Министерства обороны Сербии, директору медиацентра «Оборона», полковнику Стевице Карапанжину. I reč se daje predstavniku Ministarstva odbrane Srbije, direktoru medija centra odbrana, pukovniku Stevici Karapanđinu. Uvažene dame i gospodo, Уважаемые дамы и господа, čast mi je da vas u ime Medija centra odbrana pozdravim i poželim dobrodošlicu u Dom Vojske Srbije. для меня честь от имени медиацентра обороны приветствовать в этом зале в Доме армии Сербии. Od kada se 2014. godine navršilo 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, pod svodovima nekadašnjeg ratničkog doma, tačnije u galeriji Doma Vojske Srbije, predstavili smo 9 izložbi sa ciljem da dostojno obeležimo ovaj značajni jubilej. С тех пор, как в 2014 году исполнилось 100 лет с начала Первой мировой войны, под сводами когда-тошнего военного дома, точнее в галерее Дома армии Сербии, мы представили 9 выставок, чтобы достойно отметить этот значительный юбилей. Inače, obeležavanje ovog jubileja predstavlja ne samo težište naše izlagačke delatnosti, već i novinsko-informativne i izdavačke, što se vidi po naslovima knjiga koje smo objavili brojnim tekstovima у магазину Odbrana. Но отмечание столетнего юбилея отражается не только в нашей выставочной деятельности, но и в журналистской, информационной и в издательской, что видно по заголовкам книг, которые мы опубликовали, и по многочисленным текстам в журнале «Оборона». Ovom prilikom posebno bih izdvojio knjigu doktora Mileta Bjelajca 1914-2014 Zašto revizija stare i nove kontroverze o uzrocima Prvog svjetskog rata, koja je na ruskom jeziku izdata u saradnji sa izdavačkom kućom Algoritam i uvrštena u obaveznu literaturu na Univerzitetu Lomonosov iz oblasti istorijskih nauka. Говоря об этих книгах, я бы хотела особенно выделить книгу доктора Милета Бjelajca 1914-2014 «Почему ревизия? Старые и новые противоречия о причинах Первой мировой войны». Эта книга была издана на русском в сотрудничестве с издательством «Алгоритм» и входит сейчас в обязательную программу в области исторических наук в МГУ имени Ломоносова. Izložba fotografija koja nam dolazi iz Rusije pridružuje se nizu manifestacija u znak sećanja na slavne pretke koji su nesebično dali svoje živote за slobodu. Выставка фотографий, прибывшая к нам из России, продолжает черед мероприятий, которые в знак памяти о славных предках, которые самоотверженно отдали свои жизни за свободу. Iza simboličkog naziva 1914. neka se digne čitava Rusija u ratni podvig, nalazi se postavka od stotinak arhivskih fotografija nemih svedoka burnog vremena u kome su učestvovale obe zemlje. Символическое название 1914, пусть встанет вся Россия на военный подвиг, скрывается, за этим названием скрывается более 100 архивных фотографий немых свидетелей бурных времен, которые прожили обе страны. Bilo da gledate rusku ili srpsku vojsku u ratnim dejstvima na prvoj liniji fronta, u rovovima i zemunicama, ili za vreme kratkih trenutaka predaha u terenskim kuhinjama ili vojnim bolnicama, shvatit ćete da je hronika života jednih i drugih bila veoma slična, da su žrtve podnete u Prvom svjetskom ratu još jedna neraskidiva spona između ova dva bratska naroda. Неважно, будете ли вы обращаться к российской или к сербской армии, которые сражались на первых линиях фронта, в окопах и землянках, или во время коротких минут отдыха находились в полевых кухнях и военных госпиталях, вы поймете, что хроника жизни и одних, и у других очень похожа, и что жертвы, принесенные во время Первой мировой войны, это еще одна неразрывная связь между двумя нашими братскими народами. Ovdje bih podsjetio na jednu paralelu koju savremeni istoričari u posljednje vreme često ističu. Я бы хотел напомнить об одной параллели, которую часто подчеркивают современные историки. Naime, Prvi svjetski rat je za Srbe nezvanično bio njihov rat odbrambeni i oslobodilački, jedan od stubova nacionalnog identiteta.
А именно, Первая мировая война для сербов неофициально была их войной, оборонительной и освободительной, одной из основ национального суверенитета и национальной идентичности. Za Ruse nije zbog bratoubilaštva i haosa revolucije. В России к этой войне относились иначе из-за братоубийства и хаоса революции. Drugi svjetski rat nije bio srpski iz istog razloga, ali za Ruse bila je to velika tečestvena vojna koju je crkva blagoslovila, ideologija bila gurnuta u drugi plan. Вторая мировая война не была сербской войной по той же причине, но для России это была Великая Отечественная война, которую благословила церковь, а идеология отошла на второй план. Uglovi posmatranja ovih ratova za Rusiju i Srbiju, jako na izgled različiti, posmatrano u celini nose svedočanstvo da su obe zemlje uvek bile i ostale na istoj strani. И хотя на обе эти войны в России и Сербии смотрят немножко из разных углов, если присматриваться к частностям, в целом они еще раз доказывают, что две наши страны всегда были и остаются на одной стороне. Možda će za trenutak zvučati neskromno da sa pozicije direktora ove ustanove izjavim kako za prikazivanje jedne ovakve izložbe nema prikladnijeg mesta od nekadašnjeg ratničkog doma. И, может быть, я прозвучу нескромно, будучи директором Дома армии, но все же я скажу, что нет более уместного места для выставки фотографий, чем военный дом, который построили солдаты Первой мировой войны. Ratnički dom su zidali borci Prvog svjetskog rata, jer upravo nas istorija uči da težinu i izazove rata najbolje razumeju oni čiji je poziv da se bore za očuvanje mira, tako što će prvenstveno graditi mir u sebi i na taj način širiti mir oko sebe. Именно военные времен Первой мировой войны построили этот дом, потому что история учит нас, что тяжесть и вызовы войны лучше всего понимают те, чье призвание бороться за мир, за сохранение мира, таким образом, что прежде всего они выстраивают его в себе и ширят вокруг себя. Tako je bilo nekad za vreme Velikog rata, tako je i danas. Так было когда-то в дни Первой мировой войны, и это остается истиной и сегодня. Na kraju bih izrazio zadovoljstvo što Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Medija centar odbrana kao domaćin ove izložbe pružaju skroman doprinos u mozaiku celokupne saradnje i negovanju tradicionalno prijateljskih odnosa između Rusije и Srbije. И в конце я бы хотел выразить личное удовольствие, что Министерство обороны Республики Сербия и Медиа-центр оборона, как принимающая сторона этой выставки, вносят свой скромный вклад в мозаику общего сотрудничества и сохранения традиционно дружественных отношений России и Сербии. Hvala. Спасибо. Уважаемые друзья, разрешите представить слово вице-президенту Центра национальной славы и фонда Андрея Первозванного Залине Григорьевне Медоевой. Dozvolite da pozovem da vas pozdravi vicepredsjednik Centra nacionalne slave i fondacije Andrej Prvozvani Zalina Grigorjevna Medojeva. Дорогие друзья, Dragi prijatelji, я очень рада видеть здесь наших друзей, единомышленников. Для меня, дочери офицера советской армии, дом офицеров с детства очень привычный дом, где мы собирались для культурных каких-то досугов. jako mi je drago da vidim ovdje i prijatelji i istomišljenike, a za mene kao za ćerku oficira sovjetske armije, dom vojske je jedno jako komotno i prijetno mesto gdje i kao dete sam redovno dolazila na svakojaka kulturne događaje. Так случилось, что год назад здесь, в Белграде, Центр национальной славы, фонд Андрея Первозванного в содружестве с нашими друзьями, Белградским форумом, провели конференцию, посвященную Первой мировой войне, и поставили в крепости Калимагдан памятник защитникам Белградской крепости, погибшим, сложившим там голову русским и сербским воинам. Tako se desilo da su pre godinu dana, 2014. godine,
Centar nacionalne slave Fondacije Andrej Prvozvani u saradnji sa našim prijateljima iz Beogradskog foruma održali ovde u Beogradu naučno-istorijsku konferenciju posvećenu Prvom svjetskom ratu i otvorili u tvrđavi Kalemegdanskog parka spomenik poginulim zaštitnicima Beograda iz Prvog svjetskog rata. Это была конференция не просто дань истории и анализ того, что происходило тогда. Ali ta konferencija nije bila samo spomen na istoriju i analiza nekadašnjih dešavanja. Было очень важно проанализировать, какие причины привели к этой войне. Bilo nam je jako važno da istražimo koji su razlozi doveli do tog rata. И что было особенно важно, тогда же были проанализированы те причины, те противоречия, которые в результате привели ко Второй мировой войне. Ali što je najvažnije, tada smo analizirali i one kontroverze i razloge koji su vodili ka Drugom svjetskom ratu. Здесь присутствует наш друг и коллега Вардан Эрнестович Багдасарян. Ovde prisutstvuje naš prijatelj i kolega, gospodin Bagdasarjan, который подготовил и сделал ключевой тему, что это на самом деле длящийся англосаксонский проект. Koji je pripremio i dokazao temu da su zapravo ta dva rata jedan duži anglosaksonski projekat. И у нас сегодня будет возможность презентовать вам сборник тех докладов той конференции, которая собрала представителей самых разных стран, общественных деятелей. I danas imamo mogućnost da vam prezentujem knjigu koja uključuje sve što se pričalo na toj konferenciji, tekstove najuglednijih historičara, društveno aktivnih ljudi. И я еще раз хочу, пользуясь возможностью, она и потому еще получилась, что благодаря нашему партнеру и прежде всего господину Ивановичу. Ali još jednom moram da navedem da je ta knjiga kao i konferencija bila najpre moguća zahvaljujući našim partnerima i lično gospodinu Jovanoviću. У нас очень большая получилась география участников. Zahvaljujući njima smo dobili zaista široku geografiju učesnika. Но так случилось, что за этой датой столетия последовала следующая дата, Вторая мировая война, I čim smo obeležili которую мы stogodišnjicu отмечаем в početka этом году. Prvog svjetskog rata, dolazi nam sledeća godišnjica, završetak Drugog svjetskog rata koji obeležavamo ove godine. И я не могу не коснуться этой темы, потому что когда мы вместе с господином Живодином Ивановичем думали о том, как нам отметить эту дату и отметить такие события, как Ялта, Потсдам, Хельсинки. I ne mogu da ne dotaknem tu temu, jer kad smo gospodin Jovanović i mi razmišljali, a kako da obeležimo ta dešavanja, a kako da dotaknemo temu Potsdama, Jalte i Helsinkija, мы подумать тогда не могли, как эта ситуация будет актуальна сегодня. Tada nismo mogli ni da zamislimo koliko će danas biti aktualna ta situacija. Какое напряжение возникнет именно сегодня в мире. Kakva tenzija će baš danas postajati u celom svetu. Но мы уже тогда, год назад, говорили, что те противоречия, которые привели ко Второй мировой войне, Ali već i tada, pre godinu dana smo govorili kako su kontroverze koje su dovele do Drugog svjetskog rata заложенные по окончанию Второй мировой войны, ostale u temelju i nakon Drugog svjetskog rata. и тот пожар, который сегодня разгорается в разных частях мира, I vatra koja se širi u različitim delovima sveta, во многом это все тот же англосаксонский проект. uveliko je još uvek taj isti anglosaksonski projekat. И только, видимо, сдерживающее наличие ядерного оружия не позволяет сегодня этим акторам, поджигателям войны, I čini nam se da samo postojenje nuklearnog oružja ne dozvoljava danas inicijatorima ratova учить нас, Россию, демократии в очередной раз, da nas, Rusiju, po još koji put uče demokratiji, на свой манер. na onaj njihov način. Спасибо. И поэтому мы 2 дня работали, у нас выступали докладчики, и это были очень интересные, очень глубокие, очень содержательные доклады. И, дорогие друзья, я хочу сказать самое главное.
I zato smo mi sada 2 dana naporno radili na konferenciji, saslušavali smo različite izlaganja, jako duboka, jako interesantna, jako ozbiljna, ali dragi prijatelji, hoću da vam kažem ono što je najvažnije. Самое главное заключается в том, что мы не намерены ограничиваться констатированием этих проблем и этих опасностей. Najvažnije je to što mi nećemo da ograničimo sebe samo na priznanje postojanja tih problema i tih opasnosti. На конференции выступали люди разных поколений, Na konferenciji su nastupili ljudi različitih generacija, разных стран. iz različitih zemalja. Выступали очень активные, молодые люди. Nastupali su jako aktivni mladi ljudi. Я уверена, это будущие политики, Ja sam sigurna da su to budući političari, которые сегодня, у них новое сознание, новое понимание. koji danas imaju novo saznanje, novo razumevanje. Мне приятно сообщить, что конференция проходила под высоким патронажем президента Сербии, господина Николича. A i drago mi je da saopštim da je konferencija održana pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Srbije, gospodina Tomislava Nikolića. Сегодня заключительная часть нашей конференции, в ней принял участие министр иностранных дел Сербии, сегодня председательствующий в ОБСЕ. Danas na završnom danu naše konferencije učestvovao i ministar spoljnih poslova Srbije, gospodin Ivica Dačić, koji trenutno predsedava Bezbednosnim savetom Evrope. И те материалы, которые выработаны на конференции, те предложения, которые там подготовили эксперты конференции, I materijali koji su bili izrađeni na konferenciji, kao i ponude koje su formirali eksperti konferencije, которые посвящены именно укреплению безопасности, прежде всего европейской, koji su posvećeni pojačavanju bezbednosti, najpre evropske bezbednosti, и адресованы, через неделю у вас будет совещание министров иностранных дел стран ОБСЕ. Za nedelju dana ovde će biti održan sastanak ministara spoljnih poslova zemalja Bezbednosnog saveta Evrope. И эти наши предложения будут туда доведены. Господин Дачич нам это обещал, и господин Николич. I te ponude koje smo mi formirali na konferencije bit će saslušane na tom sastanku ministara spoljnih poslova, a to nam je lično obećao gospodin Dačić. И завершая свое выступление, я хочу сказать, в следующем году, кажется, будет 200 лет заключения дипломатических отношений между Сербией и Россией. I na završetku svog nastupa hoću da kažem da će sledeće godine biti 200 godina od kada su Rusija i Srbija ušli u diplomatske odnose. И наши отношения на протяжении всей истории никогда ничем не были омрачены. I duž cijele te istorije naši odnosi nikad nisu bili ničime pokvareni. И я уверена, что именно Белград, как 40 лет назад, когда он поднял идею движения неприсоединения, сегодня будет неким стартом нашего общественного движения. I sigurno sam, kao što pre 40 godina Beograd je inicirao pokret nesvrstanih zemalja, tako će i sada. И мы все равно победим, с нами Бог. Спасибо. I tako će i sada biti liderom pokreta, a mi ćemo pobediti jer je sa nama Bog. Спасибо, Галина Ивановна. Для презентации сборника материалов Международной научно-общественной конференции «Великая война и начало нового мира. Актуальная повестка для человечества», посвященный столетию начала Первой мировой войны и прошедшей в городе Белград 17-18 сентября 2014 года, предоставляется слово президенту общественной организации «Белградский форум за мир равноправных», министру иностранных дел Союзной Республики Югославия в 1998-2000 годы Живадину Jovanoviću. Da bismo predstavili zbirku materijala Međunarodne naučno-društvene konferencije Veliki rat i početak novog sveta, koja je bila posvećena 100-godišnjici početka Prvog svjetskog rata i održano u Beogradu 17. i 18. septembra 2014. godine, pozivamo predsjednika društvene organizacije Beogradski forum za mir ravnopravnih, ministra spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije 1998-2000. godine, gospodina Živadina Jovanovića.
Uvažena gospođo Medojeva, uvaženi gospodine pukovniče Karapandžiću, uvaženi gosti iz Rusije i drugih zemalja Europe i sveta, dragi prijatelji. Уважаемая госпожа Медоева, уважаемый господин полковник Карапанджин, уважаемые гости из разных стран мира, Dozvolite da pre nego što kažem nekoliko reči o ovoj nevelikoj, ali izuzetno važnoj knjizi, позвольте, прежде чем я скажу несколько слов об этой небольшой, но очень важной книге, iskoristim priliku i ovo istorijski značajno zdanje и я воспользуюсь возможностью, и это исторически важное мероприятие, издание, da u ime Beogradskog foruma, u ime ogromnog broja prijatelja, a nadam se i čitavog srpskog naroda, izrazim duboko saučešće porodici ubijenog ruskog pilota iznad sirijske teritorije. Позвольте мне от имени всех наших коллег, партнеров, друзей, а я надеюсь, что и от имени всего сербского народа, выразить соучастие семье погибшего российского пилота на сирийской территории. I da ujedno izrazim našu solidarnost sa ocenama i stavovima predsjednika Putina i ruske vlade. А также выразить нашу солидарность с точкой зрения и оценками президента Владимира Владимировича Путина и российского правительства. Hteo bi da samo dodam da smo duboko zabrinuti kakve posljedice sve ovo može imati za razvoj situacije u Europi i postoje li neke granice onih koji bi po svaku cenu želeli da sačuvaju svoje privilegije, dominaciju i svoje besprimjerno ponašanje. А я бы хотела сказать, что мы глубоко озабочены тем, какое все происходящее может иметь последствия для ситуации в Европе. И я хочу задать вопрос, а есть ли какие-то границы у тех, кто, кажется, готов на все, чтобы сохранить свою доминацию, свои привилегии и свое непристойное поведение? Jer ne radi se samo o jednoj vesti kakve obično čitamo na stranicama štampe ili slušamo u informativnim emisijama. Речь уже не идет об обычной новости, какие мы читаем на страницах газет или слышим в информационных передачах. Obaranje ruskog aviona iznad sirijske teritorije predstavlja izuzetno značajan момент. Когда на территории Сирии был сбит российский самолет, это стало очень значительным моментом, очень значимым. Sada bih rekao nekoliko reči o knjizi Veliki rat i početak novog sveta, aktualno podsjećanje za čovečanstvo. Но теперь я хотела бы сказать несколько слов о книге «Великая война и начало нового мира. Актуальная повестка для человечества». Ovo je jedno svedočanstvo o odnosu srpske i ruske javnosti prema istoriji i prema stradanju njihovih naroda. Это свидетельство того, как относятся российские и сербские народы к истории и к тем жертвам, которые понесли их народы. Ovo je svedočanstvo o velikoj tragediji koje su agresivne sile osovine izazvale kršeći sve obzire i sva pravila međunarodnog poretka. Это свидетельство о страшных последствиях, которые вызвали агрессивные страны оси, нарушив все правила и все принципы международного мироустройства. Ovo je također svedočanstvo o odnosu savremenih generacija ratnika i heroja sa Solunskog fronta i mnogih drugih ratišta u Prvom svjetskom ratu. Svedočanstvo da savremene generacije ne zaboravljaju žrtve svog naroda pale za slobodu. А это также свидетельство того, как современное поколение относится к героям и жертвам войны, к героям фронта в Салониках, свидетельство и доказательство того, что современная молодежь не забывает своих героев, давших жизнь за свободу. Ovo je naš odnos danas prema preko 20 miliona ubijenih ljudi tokom Prvog svjetskog rata.
И это то, как мы сегодня относимся к более 20 миллионам отдавших свои жизни во время Первой мировой войны. Ali ovo je ujedno svjedočanstvo o odnosu savremenih generacija Srbije i Rusije prema svim agresijama, prema svim ratovima, prema svim agresorima i kršiocima međunarodnog prava. Но это же и свидетельство того, как современное поколение России и Сербии относится ко всем агрессиям, ко всем агрессорам, ко всем войнам и ко всем, кто пытается нарушить мировой порядок. Tema Prvog svjetskog rata koja nas je okupila oko ove knjige jeste istorijska tema za savremene generacije. Тема Первой мировой войны, которая собрала авторов этой книги, это для современной молодежи, конечно, историческая тема. Svejedno, ova knjiga nije okrenuta prošlosti, ova knjiga je okrenuta svojom suštinom ka savremenosti i ka budućnosti. Но, тем не менее, эта книга повернута не к прошлому сутью своей, она повернута к настоящему и к будущему. Ova knjiga nije samo protest, nego i oštra osuda prema svakom izazivaču destabilizacije, agresije i izazivaču bilo kakvog rata. И эта книга не только осуждение, но и категорический протест к любому, кто попытается провоцировать и способствовать новым конфликтам и новой войне. Mnogi od učesnika konferencije, čije su izlaganja sabrana u ovoj knjizi, Многие из участников конференции, чьи доклады собраны под обложкой этой книги, direktno su pravili poređenja uslova i situacije uoči Prvog svjetskog rata sa uslovima koji danas postoje u Europi i u svijetu. непосредственно сравнивали ситуацию и условия накануне Первой мировой войны с тем, что окружает нас сегодня. Niko nema pravo da ćutke prelazi preko vesti da prisustvujemo globalizaciji интервенционизма у savremenim odnosima. И никто не смеет молча закрывать глаза на новости о том, что мы присутствуем в глобализации, интервенизации в современном мире. Zato nije ni preterivanje od strane autora koji zastupaju tezu da je Treći svjetski rat počeo, samo još uvijek nije objavljen. И поэтому нельзя сказать, что авторы книги перебарщивают, утверждая, что Третья мировая война уже началась, просто она не была официально объявлена. A ima i autora koji zastupaju tezu da Drugi svjetski rat uopšte nije prekinut. Но есть и авторы, которые защищают тезис, что Вторая мировая война еще не кончилась. Konačno, ova knjiga je jedna velika brana protiv pokušaja revizije istorije. И, наконец, эта книга – это плотина на пути к попытке ревизии истории. Jer revizija istorije nije sama sebi cilj. Пересмотр истории не является целью сам по себе. Istoričari naročito dobro znaju da je revizija istorije po pravilu prethodnica revizija granica. Особенно хорошо это знают историки. Обычно историю пересматривают перед тем, как начать пересматривать границы. Zato posebnu zaslugu ima gospodin Mile Bjelajac, koji je svoju knjigu nazvao Zašto revizija? И поэтому особая заслуга принадлежит господину Миле Бьелайцу, который свою книгу назвал «Почему ревизия?». Ova knjiga je komplementarna i ona je to pitanje šta su ciljevi onih koji ogroman novac troše na sistematsku reviziju istorije. Эта книга отвечает на вопрос, в чем заключается цель тех, кто систематически тратит огромные деньги на ревизию истории. Razmišljajmo čemu teže oni koji ulažu $100 miliona u reviziju istorije. Давайте подумаем, в чем заключается цель тех, кто вкладывает сотни миллионов долларов в пересмотр исторических событий. Preporučujem ovu knjigu kao upravo svedoka i podsjetnika svakog slobodoljubivog i svakog moralnog čoveka. Я рекомендую вам эту книгу в качестве свидетеля и поддержки для каждого свободолюбивого и морального человека. Ne dozvolite da nas iko proziva
da smo okrenuti prošlosti ovakvim knjigama. Не позвольте, чтобы кто-нибудь заявлял, что, публикуя такие книги, мы смотрим в прошлое. Ova knjiga je temelj naše budućnosti i hvala vam na pažnji. Эта книга – фундамент нашего будущего, и спасибо вам за внимание. Спасибо большое. Для продолжения презентации сборника материалов конференции И чтобы наставили презентацию сбирки со конференции. разрешите предоставить слово декану факультета истории, политологии и права Московского государственного областного университета Вардену Аднасовичу Багдасаряну. Уважаемые коллеги, конференция была, конечно, по жанру историческая. Poštovani kolege, naravno konferencija u svojem žanru je bila istorijska, Но это не история ради истории. ali nije to istorija radi istorije. Я бы назвал этот жанр актуальная история. Ja bi to nazvao aktualna istorija. Раньше, в советское время, говорили, Ranije u sovjetsko vrijeme govorili su, история – это политика, обращенная в прошлое. istorija je politika obraćena ka prošlosti, Формула нашей конференции была иной. a formula naše konferencije je bila drugčija. Политика – это история, обращенная в настоящее. Politika je istorija obraćena ka sadašnjosti. После вчерашнего инцидента, когда турки сбили российский самолет, Nakon jučerašnjeg incidenta kada su Turci oborili ruski avion, маски оказались сорваны. maske su skinute. И здесь, на земле Сербии, I ovde na srpskoj zemlji можно еще раз сказать, что и у России, možemo još jednom da ponovimo и у Сербии есть свои исторические друзья и исторические враги. da i Rusija i Srbija imaju svoje istorijske prijatelje kao i svoje istorijske neprijatelje. Мы говорили не только о настоящем, мы говорили в прошлом году и о будущем. Prošle godine nismo govorili samo o sadašnjosti, govorili smo i o budućnosti. И, к сожалению, наши прогнозы сбылись. A nažalost naše prognoze su se ostvarile. Военная эскалация за этот год усилилась, Vojna eskalacija posljednjih godinu dana se pojačala и мир приближается к обрыву новой глобальной войны. i svet je sve bliže propasti novog globalnog rata. Конечно, в том году было большое количество конференций в разных странах, посвященных Первой мировой войне. Naravno, prošle godine u mnogim zemljama je bilo održano mnogo konferencija posvećenih Prvom svjetskom ratu. И здесь важно было не раствориться в этом потоке. I važno je bilo da se ne rastvorimo u tom potoku informacija. Поэтому для нас было важно определиться с методологическим подходом. Zato nam je bilo važno da opredelimo metodologiju pristupa. В целом, подходы к войне, 3 таких подхода можно выделить. Uglavnom postoji 3 osnovna pristupa ratu i ratnoj temi. Первый подход, по отношению к которому мы оппонировали. Prvi pristup kojemu smo se suprotstavljali, Это подход, согласно которому Первая мировая война явилась совокупностью случайностей. to je pristup koji tvrdi da je Prvi svjetski rat bio samo skup slučajnih koincidencija. Популярная работа Кристофера Кларка об этом. Tome je posvećen popularni rad autora Кристофер Кларк. Kristofera Clarena. Якобы войны никто не хотел, а так получилось. Kobajagi nije niko hteo rat, ali se desio. Я предлагаю применить этот тезис к современности. A ja nudim da mi tu tezu okrenemo ka sadašnjosti. Теракты в Париже, Teroristički napadi u Parizu, сбитый самолет над Синаем, взорванный самолет над Синаем, eksplodiranje avion iznad Sinajske pustinje, сбитый вчера российский самолет над Сирией. oboren juče ruski avion iznad Sirije. Вопрос, все Питание. это случайность или To sve зрение одной цепи? slučajnost
Ili je to nastavak jednog lanca? Мы пришли к выводу, что тезис о случайном характере мировой войны неправилен с научной точки зрения, Mi smo došli do zaključka da je teza o slučajnom karakteru Prvog svjetskog rata pogrešna s istorijske, s naučne tačke gledišta и он вреден с политической точки зрения. i jako je štetan sa političke tačke gledišta. Мы использовали два других подхода. Mi smo iskoristili dva druga pristupa. Первый. Война является разрешением системных противоречий. Prvo, rat uvek rešava sistemne kontraverze. Та система мироустройства, которая существовала 100 лет назад, не могла не рухнуть. A sistem svetskog poretka koji je postojao pre 100 godina nije mogao da preživi. Но и сегодня система, построенная на Вашингтонском консенсусе, трещит по швам. Ali i danas sistem izgrađen na temelju Vašingtonskog konsensusa puca i ne može još dugo da izdrži. Мы исходили также из проектного подхода в объяснении причин мировой войны. Takođe, objašnjavajući razloge rata, mi smo polazili od projektnog pristupa. Согласно ему, в объяснении причин надо определиться с проектировщиком. U skladu sa njim, kada opredeljujemo koji su razlozi za rat, treba da se opredelimo ko ih projektira. В целях этого проекта, Šta je cilj tog projekta? решая геополитические и финансовые задачи, Koji rešava geopolitičke i finansijske zadatke, и развязываются войны. i baš zbog takvog projekta počinju ratovi. Фактически все докладчики говорили о параллелях между ситуацией в 1914 году и 2014. I skoro svi izlagači su govorili koliko je paralelna situacija koja je nastala 1914. godine i koja je postojala 2014. godine. 100 лет назад война за пределы рынков сбыта. Pre 100 godina smo gledali rat koji trebao da preraspredeli tržište. Но и сегодня так называемые санкции, что это как не борьба за пределы рынков сбыта. Ali i danas takozvane sankcije, šta je to ako nije borba za prodajno tržište? 100 лет назад наблюдалась пересменка экономического лидера в мире. Pre 100 godina smo gledali kako se smenjuje ekonomski lider u svetu. Но и сегодня, как известно, Китай обходит, а по некоторым сведениям уже обошел Соединенные Штаты. Ali i danas, kao što znamo, Kina pobeđuje, ako ne i pobedila Sjedinjene Američke Države na ekonomskom polju. 100 лет назад мир охвачен был пропагандой жестокости, насилия, фобий. Pre 100 godina svetom je vladala propaganda surovosti, nasilja i fobija. Но и сегодня обратимся к феномену кино, компьютерным играм, Ali i danas pogledajte savremene filmove, kompjuterske igrice, и мы видим, что та же пропаганда наблюдается и сегодня. vidjet ćemo da je ta propaganda živa i danas. 100 лет назад продуцировалась ксенофобия, определение этнических и религиозных врагов. Pre 100 godina se uzgajala ksenofobija i tražilo se opredeljenja verskim i etničkim neprijateljima. Сегодня уровень ксенофобии в мире превосходит все критические границы. Danas nivo ksenofobije u svetu prevazilazi svakakve etničke granice. 100 лет назад наблюдается крушение больших геополитических пространств, рушатся империи. Pre 100 godina smo gledali kako su se rušila velika geopolitička prostranstva, kako su se rušile imperije. И сегодня сепаратизм захлестнул Европу, A i danas separatizam vlada Evropom, и на постюгославском пространстве это особо хорошо известно. i posebno dobro to znaju na postjugoslovenskom području. 100 лет назад войны шли в сопряжении с революциями.
Pre 100 godina ratovi su bili propraćeni revolucijama. Уже тогда революции использовались как средство борьбы с геополитическими противниками. Već i tada su revolucije bile korišćene kao način borbe sa geopolitičkim neprijateljima. И сегодня так называемые цветные революции используются таким же образом. Ali i danas takozvane cvetne revolucije se koriste na taj isti način. 100 лет назад дезинформация была способом подачи работы СМИ по отношению к геополитическим противникам. Pre 100 godina dezinformacija je bila način rada medija sa geopolitičkim protivnicima. Выдать жертву за агрессора и агрессора за жертву. Gde bi žrtva bila prikazana kao agresor, a agresor kao žrtva. И сегодня мы наблюдаем то же самое. Ali i danas vidimo to isto. Сама история, в том числе история Первой мировой войны, становится такой дезинформацией. Sama istorija, uključujući istoriju Prvog svjetskog rata, postaje takva dezinformacija. Один из главных мотивов, почему провели конференцию в прошлом году, I jedan od najvažnijih motiva zašto je konferencija prošle godine bila održana, в англоязычном пространстве вышло значительное количество книг, было проведено значительное количество мероприятий. na području engleskog jezika je bilo objavljeno dovoljno velika količina knjiga, bilo su održana mnogobrojne manifestacije, Идея которых переосмыслить виновников Первой мировой войны. čija je glavna ideja bila da se pronađu novi krivci Prvog svjetskog rata. Виновники были названы следующим образом. I ti krivci su bili nazvani na sledeći način. Это якобы сербский национализм To su kobajagi, srpski nacionalizam и стоящий за ним русский империализм. i ruski imperializam koji je stajao iza njega. Якобы Российская империя развязала Первую мировую войну. Kao da je Ruska imperija započela Prvi svjetski rat. И те же самые авторы говорят, что не столько Гитлер, сколько Советский Союз развязал Вторую мировую войну. Ali isti ti autori kažu da je za početak Drugog svjetskog rata Sovjetski savez kriv maltene više nego Hitler. Получается, Российская империя развязала Первую мировую войну, Znači, Ruska imperija započela Prvi svjetski rat, Советский Союз Вторую мировую войну, Sovjetski savez Drugi svjetski rat, а сегодня путинская Россия развязывает Третью мировую войну. a danas, dakle, Rusija predsjednika Putina započinje Treći svjetski rat. Не ответить на эти провокации и ложь было невозможно. Nismo mogli da ne odgovorimo na takve provokacije i laži. Мы в работе нашей конференции, думаю, убедительно показали, кто в действительности развязывает мировые войны. A mislim da je rad naše konferencije ubedljivo dokazao ko je zapravo inicijator svetskih ratova. Поводом работы конференции стала не только монография. Konferencija nije rezultirala samo u ovu monografiju. Менее чем через месяц после ее завершения с визитом в Белград прибыл президент Российской Федерации. Manje nego u roku od mjesec dana nakon završetka konferencije, Beograd je sa zvaničnom posjetom posjetio predsjednik Ruske federacije. Определенный вклад в создание контекста для проведения этой встречи на уровне президентов был создан в том числе и нашей конференции. Između ostalog i naša konferencija je kreirala određeni istorijsko-politički kontekst takvog sastanka dvojice predsjednika. Конференция породила много творческих идей. Konferencija je rodila mnogo umetničkih ideja, kreativnih ideja. Одной из этих идей стала конференция этого года. A jedna od tih ideja je konferencija ove godine. Но я думаю, это не ставит точку. Ali ja mislim da to još nije tačka. И уже есть замыслы для дальнейшей работы. Спасибо. Već imamo ideje za nastavak rada. Hvala.
Уважаемые друзья, мы торжественно с вами открыли фотовыставку. Poštovani prijatelji, svečano smo otvorili fotoizložbu. Она будет работать здесь включительно по 27 ноября. Biće otvorena do 27. novembra, Затем поедет в другой город Сербии. a posle će otići u drugi srpski grad. Прежде чем вы продолжите просмотр фотовыставки, Pre nego što budete nastavili sa razgledavanjem izložbe, мы хотим всем желающим вручить сборники. voleli bismo svim ko želi da uručimo ove knjige. И сказать вам большое спасибо за все, что происходило эти дни у нас на конференции. I da vam se zahvalimo za sve što se ovih dana dešavalo kod nas na konferenciji. Сейчас. Спасибо большое за то, что вы сегодня приняли такое участие здесь у нас, в этом прекрасном доме армии. Hvala vam što ste danas učestvovali u ovoj manifestaciji u predivnom domu vojske. Ну и пару слов о себе. Я представитель Центра национальной славы, капитан первого ранга. A i da kažem par reči o sebi, ja sam predstavnik Centra nacionalne slave, kapetan prvog ranga, Ветеран подразделения особого риска Российской Федерации. veteran specijalnih snaga Ruske federacije. Спасибо. Hvala.